Здравствуйте, это новости в студии Ахмед Хашагульгов. Имамы мечети Ингушетии собрались на совещании в новом здании, построенном на территории исламского комплекса в Магасе. Основными вопросами обсуждения были предотвращение распространения инфекционных заболеваний, а также помощь нуждающимся. Коснулись и недавно введенного запрета на кражу невест. Репортаж Руслана Албагачиева. Собрание имамов прошло в новом здании на территории строящегося исламского комплекса в Магасе, который раньше был офисом строительной компании. По сравнению с прежним зданием, которое находилось на Зране, новое намного больше. И, к примеру, зал для совещаний вмещает больше 100 гостей. خلنا زيجوا تشيل جماعتي جربي قاضي تشخن ماتيك ومفتي تشخن ماتيك إشت كمية البخاج وتشخن ماتيك دات وخليولج دات وهاتشلتها تش دقنا داش بها عهوش ماتيك ياتش شي كيا داش دلود جواسق شي هم قاستي وجواسق دات وخليولج ماتيك جرز. Основными вопросами стало предотвращение распространения инфекционных заболеваний, а также строительство эконом-жилья для молодых семей в каждом населенном пункте. Затронули и тему выплаты закята. Речь шла и о введенном недавно запрете на кражу невест. Совещание алимов посетил глава республики. Он затронул тему отношений современной молодежи. Толбали телефону воку им забов. Ракам деятельность телефон, цани интернет, о силишка ваш, хало силишка силишка ваш, о вачин телефон да хати. Оратор аят аниши, аниши, еди ают калситич. Да, волош, тейп доллар, вы не хакин волош. Пожал, траит чал, вообще догдеревно, что вы канал, игры, хамар делать. Евкуров рекомендовал имамам мечети довести до населения вопросы, связанные с распространением и профилактикой заболеваний, таких как СПИД и туберкулез. К примеру, если молодой человек женится или девушка выходит замуж, то у них должна быть справка о состоянии здоровья. أخصوها خيتوا هو إنك ما باش بانخ سائل تحنيتوش الزون ده داخله تربطني حقيقته إذا دوخا تصبح بيبولش نه الحمد هنا مسنا حق دقواج دولش سبيل سائل جولش سحمد قهيج دولش. Но главная тема, которая уже не раз поднималась на проповедях в мечетях и на совещаниях в муфтияте, это мир в республике и уважение друг к другу. Сегодняшнее совещание алимов прошло в новом здании, построенное для временного собрания имамов. Но также до 2015 года планируется завершить строительство исламского комплекса, в котором будут находиться большая мечеть, исламский институт, а также отдельное здание для муфтията. Руслан Албагачиев, Рахман Цуров, Новости 24. В Ингушетии также живут около 1000 православных христиан. Многие из них не имеют возможности побывать на богослужении. В связи с этим наш телеканал создает программу под названием «Воскресенье». Подробности в сюжете Хади Дельбиевой. Программа «Воскресенье» будет освещать 12 наиболее значимых для православных христиан праздников, в том числе Рождество и Пасху, и главная жизнь прихожан республики. Будут в передаче проповеди, беседы. Зрители познакомят с историей и основными постулатами христианства. Очень радует, что такая передача она будет освещать события, происходящие на территории республики, в том числе, которые касаются и православия. Эта передача она поможет разъяснить некоторые вопросы и единить культуры и веры. Авторы программы рассчитывают охватить большую аудиторию не только на территории республики, но и за ее пределами. Передача будет выходить раз в неделю по воскресеньям. Многие не в состоянии просто приехать на службу, поэтому рамки этой передачи, в принципе, решат, снимут груз такой с наших плеч, то что многие смогут, и пожилые люди, в том числе и маленькие, да, кто по воскресенье сидит там, единственный день отдохнуть выходной, смогут побывать на богослужении, пусть и дома, но это будет великое дело. Программу будут снимать в Покровском храме республики. Он возведен не так давно. Его строительство началось в 2004-м. Открытие прошло в минувшем году, в День республики 4 июня. По словам отца Александра, большее время заняла древневизантийская роспись стен и купола церкви. Хадия Дельбиева, Тимур Карухоев, Новости 24.
В Ингушетии начали подготовку к Международному дню инвалидов. Во Дворце культуры Назрани прошло мероприятие «Подари радость детям». Программа включала выставку-ярмарку творческих работ учащихся Республиканского центра дистанционного обучения и концерт с участием звезд ингушской эстрады. Тему продолжит наш корреспондент Фатима Кариева. Ахмеду Плиеву 14 лет. Он ученик 8 класса Центра дистанционного обучения. На ярмарке он выставил различные поделки, картины и мозаики. Когда Ахмеду было 2 года, родители заметили в нем талант. Мальчик лепил из пластилина оригинальные фигурки. Позже он начал увлекаться лепкой, рисованием, резьбой по дереву, бисероплетением. Мальчик потерял слух в раннем возрасте, но, несмотря на это, он смог себя реализовать. Поделки поражали своим изяществом. Меня приглашают в разные выставки, выставлять мои работы. И зрители оценивают мою работу очень хорошо. Мне это приятно. Организатор мероприятия – Центр дистанционного обучения в республике. Здесь учатся около 600 детей от 7 до 18 лет. Центр начал работать в 2011 году. У нас такие дети, если посмотреть на то, что они могут, их нельзя называть детьми с ограниченными возможностями. У них возможности безграничные. Мероприятие открыл замминистра образования Мурат Шашханов, который зачитал приветственный адрес. И очень приятно, что наши хорошие начинания, они продолжаются. И сегодня Центр дистанционного обучения детей, я думаю, что наши детишки попали в хорошие руки, что будут заниматься их проблемами. И особенно важно не только обучать дистанционно наших детишек, но и проводить их социализацию в школах. В зале присутствовали дети с ограниченными возможностями, родители и преподавательский состав Центра дистанционного обучения. Судя по улыбкам на лицах присутствующих, было видно, что праздник им доставляет большое удовольствие. Луизе Костоевой 13 лет. Она приехала специально посмотреть выступление любимой певицы. Выступать моя любимая певица Майя. Я очень люблю ее песни. Я хочу, чтобы она сюда приехала. 10-летняя Джамиля Албагачиева признается, что в таких мероприятиях она принимает активное участие, потому что здесь можно познакомиться с новыми людьми. Мне очень приятно видеть учителей, и этот праздник организован для нас, инвалидов. Мне очень приятно здесь находиться. Международный день инвалидов напоминает всем о нуждающихся в поддержке, но в то же время мужественных, крепких духом людях, проявляющих таланты в профессиональном мастерстве, творчестве и спорте. Нам очень приятно, что нам уделяют такое большое внимание нашим детям, что их развивают всячески, помогают во всем. Обращение учителей к детям очень аккуратное, такое нежное. За все им за это, конечно, огромное спасибо. Аплодисменты не смолкали ни на минуту. В зале царила теплая, уютная, почти домашняя обстановка. Фатима Кариева, Резван Аушев, Новости 24. И в продолжении темы благотворительный фонд «Тешем» при поддержке движения волонтеров «Ты не один» организовал развлекательное мероприятие для детей. В акции приняли участие школьники из малообеспеченных и неполных семей и дети-инвалиды. Праздник прошел в развлекательном центре Бери-Дуне в Назрани. Зарема Бекова продолжит тему. Цель акции, которая проводится уже не в первый раз – помочь детям определиться с будущей профессией. Месяц назад их учили готовить вкусные блюда, а теперь знакомят с профессией журналиста. Волонтерское движение Ингушетии «Ты не один», и мы делаем это как бескорыстно, потому что самое большое, что мы получаем из этого, это именно радость этих детей, не благодарность там, родителей и так далее. В этом мы не нуждаемся, мы нуждаемся именно в радости этих детей, так как именно их улыбки – это и есть самый мощный двигатель нашей деятельности. Для детей придумали разные конкурсы. Ребята разгадывали кроссворды, угадывали по картинкам профессии, а в конце им дали задание, в котором они должны были описать работу журналиста. Не только рассказать, но и сделать рисунки на эту тему. Конкурс по журналистике был отборочным. Победителям достанется приз. Радио «Ангушт» пригласило их в гости и даже позволит выступить в прямом эфире. Взрослые были приятно удивлены тем, как дети справились с заданием. Мне очень понравилось, как сегодня он нам рассказывал об журналистах. Я на сегодняшний день не знала, какие они такие смелые и что должны быть такими внимательными. Надеюсь, когда я вырасту, я тоже буду журналистом. Мне очень понравилась эта тема. Выбрать победителя оказалось сложно. Настолько ярко обе команды описали профессию журналиста. Было решено, что побежденных в этом конкурсе нет, и все ребята смогут посетить радио «Ангушт». Ну а после конкурса развлекательный центр оказался в полном распоряжении детей.
Зарема Бекова, Ахмед Парчиев, Новости 24. Еще одно мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню инвалида, прошло в Республиканском детском реабилитационном центре. С места события Милана Хашигульгова. На концерте в детском реабилитационном центре собрались дети, родители, звезды эстрады и писатели. Первыми выступили юные артисты. Уделяется большое внимание сегодня руководству республики для того, чтобы мы дали возможность полноценно дети могли участвовать в жизни, могли лечиться. Вы видите, сзади находится стенд. Это стенд, сделанный руками детей. В стенах реабилитационного центра 5 отделений. Все эти 5 отделений, каждый выполняет свою задачу, в том числе, чтобы дети не отстали от учебного процесса. У нас имеется отделение психолого-педагогической помощи. Значит, в распоряжении наших детей находятся педагоги, которые обучают, чтобы не отстали от учебной программы. В центре курс реабилитации проходит 65 детей. Они посещают 1,5 десятка процедур: массаж, грязелечение, иглоукалывание. По словам родителей, такие мероприятия необходимы для детей, так как они с радостью участвуют и веселятся. Мероприятия, которые проходят здесь, они очень важное значение имеют для детей, потому что мой ребенок, например, участвует в этом мероприятии, танцует, и делает это с радостью. Потому что его подготовили, приняли участие в его жизни и заинтересовали ребенка. Педагоги и врачи реабилитационного центра уверены, у многих из их подопечных есть шанс в будущем стать певцами, танцорами и паралимпийцами. Милана Хашигульгова, Магомед Дидигов, Новости 24. Таким был этот день. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.